Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживаемся, ребята. Ребята, сегодня у нас будет насыщенный и необычный урок, поэтому мы будем делиться на 3 группы. Я здесь вас в платформе Филиппити разделила на 3 группы. Я буду читать имена каждых учеников по 3 раза, а вы будете сидеть на местах. Зинат, Алымкан, Сезим, Ахмыр, Джумаим. Это будет первая группа. Поменяйте. Ребята, сейчас мы будем проверить домашнее задание. А что было домашним заданием? Повесть «Шинель», произведение Николая Васильевича Гоголя. Да, ребята, домашним заданием была повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Я вам приготовила карточки. Называются карточки домино. В одной карточке вопросы, а в другой карточке ответы. Только они перемешаны, поэтому вы должны сопоставить их. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам. Так, ребята, у вас все готово? Да. Хорошо. Первый вопрос у кого? У меня. Как зовут главного героя произведения? Ага. А какие вещи башмачки? Да, правильный ответ. Так, следующий вопрос. Сейчас я выдам каждому из вас карточки самооценки. Вы будете сами себя оценивать по 10-бальной шкале. Если сегодняшний урок вам понравился, тема была понятна, то зеленый. Если вам было понятно, но остались некоторые вопросы, недопонимания, то вы будете вот эту розетку в желтую лампочку. Если вам тема не понравилась, сегодняшний урок вам не было интересным, тогда вы будете вот эту розетку в красную лампочку. Ребята, вам понятно, да, как вы сами себя будете оценивать? Хорошо. Перед тем перейти к новой теме, я хочу вам задать вопросы. Вопросы такие. Как вы понимаете выражение «мертвая душа»? Я понимаю, это как душа, которая покинула тело. Да, хорошо. Хороший ответ. Еще? Не только человек, который умер, это считается мертвой душой, но есть люди, которые живут, но у них мораль одна. Так, ребята, следующий вопрос. Можно ли считать душу живой, если человек не думает, не чувствует и не сочувствует? Школьный двор и смех. Ребята, чтобы наш урок достигнул своей цели, мы должны вместе с вами составить цель нашего сегодняшнего урока. Цель состоит из 3 пунктов, да? Первое. Давайте вместе. Мы должны познакомиться с поэмой Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Да, вы тоже так считаете, да? Вы должны, в первую очередь, должны знакомиться с поэмой «Мертвые души». Второе. Так. Познакомиться с героями и развивать навыки. Да, хорошо. Тоже подойдет. Третье. Джусуп. Активно участвовать и уважать друг друга. Да, очень хорошо, молодец. Теперь смотрим. Цель, которую я составила, совпадает ли с вашим? Первое. Познакомиться с историей создания поэмы Николая Васильевича Гоголя, образами героев поэмы «Мертвые души».
Поэму «Мертвые души» Гоголь писал около 17 лет. Представляете, очень долго он работал над этой поэмой. Сюжет ее подсказан Александром Сергеевичем Пушкиным. Да? Над «Мертвыми душами» Гоголь начал работать осенью 1835 года. Первые 3 главы были написаны в России. Павел Иванович Чичиков, главный герой «Мертвых душ», путешествует по России, покупая документы на умерших крестьян, которые по ревизирской книге все еще числятся живыми. В первых главах произведения автор всячески стремится подчеркнуть, что Чичиков был совершенно обычным, ничем не примечательным человеком. Старыми друзьями. Медведя и очень домашняя утварь были огромными. Сейчас я вам дам задание для каждой группы. Для этой группы вы будете выполнять задания по концептуальной карте. Да, история создания поэм. Закончили? Да. Отлично. Теперь каждая группа будет выступать. Будете защищать свой плакат, да? Хорошо. Мы выбрали задание по концептуальной карте. У нас здесь герои поэмы, их характеристика, их портреты и также интерьер их дома. Реальный, мечтательный, непрактичный, бездеятельный. Его портрет и также интерьер. Дом с претензиями и с изысканностью, но безвкусный. Потом у нас идет героиня Коробочка. Она бережливая и хозяйственная, но скуповатая. И также наш следующий герой — это Собакевич. Он образованный, грубый и хитрый. Вот его портрет и дом добротный, все сделано на совесть. Следующий герой — это у нас Ноздрев. Он хвостун, лгун, кутила, картежник и скандалист. Дом в беспорядке с кучей ненужных вещей. Следующий герой — это у нас Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили. Мы подготовили краткий рассказ о Гоголе и всю информацию, которую мы изучали раньше. Также мы собрали подобные факты и о его жизни, творчества, и главное произведение, которое он писал, и самые известные, таких как «Мертвые души», «Шинель» и «Ревизор». И также мы написали дату выхода. Еще мы написали образование, его образование, где он получал свое образование. Где он учился, где он работал. Третья группа, что у вас? Мы подготовили, что Пушкин заставил меня взглянуть на тело. Вы получили ответы на свои вопросы? Да. Хорошо. Ребята, чтобы закрепить нашу тему,
Я подготовила вам задание «Верно или неверно». Здесь вопросы, а вы будете поднимать руки и отвечать. Коробочка – это вдова, которая живет в деревне. Это верно? Верно. Каждый ученик подойдет к доске и будет выбирать правильный ответ. Неверно или верно? Хорошо, неверно. Подойти и посмотрим. Она скептически относится к идеям Чичикова и не доверяет ему. Это правильно? Ахмед. Она скептически относится к идеям Чичикова и доверяет ему. Хорошо. Верно, Касса. Хорошо. Правильно, молодцы. И всегда живет в бедности. Это правильно? Это верно. Я вам раздала такие карточки. Теперь вы должны соединить вот эту розетку в нужную лампочку. На этом уроке мы узнали произведение Гоголя «Мертвые души». Я отлично поняла тему и соединила розетку с зеленой лампой. Сегодняшний урок мне очень понравился, но у меня некоторые вопросы есть. Поэтому ты соединила С желтой лампочкой. Ребята, урок вам понравился? Да. Молодцы. И вы тоже очень хорошо, активно участвовали. Теперь домашнее задание. Для первой группы прочитать поэму и составить кроссворд. Для вас составить иллюстрацию для каждого героя. Для этой группы написать мини-сочинение про произведение Гоголя «Мертвые души». Хорошо. До свидания, ребята. До свидания. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже